Здорово, мужики. Короче, сегодня иду я навстречу. Встреча с нашим героем. Молодого человека зовут Александр. Вот. Приехал он навстречу. Скорее должен приехать или подойти. Мы это узнаем. Ну, буквально только что позвонил. Можем у него время, как говорится, выкроил свободное времечко. Если возможно, давайте встретимся, предложил. Пришлось все бросить. Пришлось. Вот. Иду я напрямик навстречу. Ну, собственными глазами кто такой увидим, пообщаемся. Сам расскажет все. Не буду за ухо тащить своих внимательных подписчиков. Вот так вот. Терминатор. Ну чё, как дошел, Сан Саныч? Нормально вроде. Рассказывай что-нибудь. Да, рассказывать-то на самом деле особо ничего. Как нога? Потихоньку уже лучше на самом деле. То есть, операция уже дает свои плоды. Потихоньку. Чемпионат России. Спортсмен. Просто. Хобби. Типа того. Вот. Вот с Александром встретились. Человек пришел с того конца деревни. Оказывается, у него сегодня день рождения. Человеку сколько сегодня? Если мне не изменяет память, 18 вроде. Ну, уже 18 лет. Мужчина. Так что поздравим заочно, ребята. И мы идем сейчас поговорим немножко о том и сём. Сейчас дойдем до местного спортивного стадиона. Вот. И там на газончике посидим и спокойненько поговорим. Хорошо? Ну что, наконец-то мы подошли к стадиону нашему. Вот, я думал, Саныч маленький такой размером, но он уже оказывается великаном. Я думал, он такой маленький, такой худенький. Ну, смотрите, богатырь. 18 ему. Давай пойдем дальше. Ну что, Александр, трудно быть чемпионом, призером. Расскажи. Начну с того, чтобы стать призером, надо совершенствоваться, тренироваться. Без этого, конечно, никак. Вот.
Что еще? Много усилий. Конечно. Как же без этого? Угу. Если ты будешь просто так сидеть, то ты ничего не добьешься. Начнет стагнаться. Угу. Ну, дальше куда? В каком смысле? Ну, заниматься дальше. О, Видим, нет, соревнования, куда едем. может быть, я и сам, правда говоря, не знаю, не могу точно сказать. Устал, нет? Ходить сейчас. Нет? Нормально? Нормально? Угу. Хорошо. Ну вот, смотри, смотри, там дети в футбол играют. Ну да. Завидуешь, нет? Сказать честно, не особо. Почему? Наравне? Да. Я равнодушен к таким вещам. Скажем так. Угу. Ну, когда был маленьким. Когда был маленьким, конечно, завидовал, да. Угу. Я ходил бегать со всеми, играть. Угу. Но, Да. к сожалению, в детстве у меня такой возможности не было. Угу. Понятное дело. Выходи. Как думаешь, возможность это что? Возможность или эту возможность надо преодолевать, или эту возможность надо выиграть, или как? Эту возможность надо приобретать, скорее всего, своими же усилиями, своим трудом. Угу. Хороший ответ. Ну, скажем так, ты меня, конечно, извини, скажем так, они более преимущественно сейчас находятся, или как? Кто? Те ребята, которые бегают, полноценно радуются, бегают. В физическом плане, наверное, да. Угу. Но это очевидно. Дурацкий вопрос. Так, стадион какой у нас? Не всероссийского, а районного масштаба. Как? Хороший стадион. Далеко не во всех деревнях. Вообще, в принципе, есть этот стадион. Все. Жаловаться тут не на что. Угу. Так, зеленый газончик и так далее. Ладно, пойдем там посидим на солнышке, погреемся. Хорошо. Садись. Рассказывай немножко, как закончил школу, как жизнь молодая начинается после операции и сколько операций перенес. Так. Начнем со школы, пожалуй. Угу. Вот нынче я закончил 11 класс и поступил в университет на юридический факультет. Какой? Юридический. Ага. Так. И? Ну, теперь буду усердно учиться там, чтобы позже Как? приобрести знания и получить специальность. Угу. Как сдал ЕГЭ, тот самый мучительный? ЕГЭ я сдал относительно неплохо, наверное. Ну, сколько баллов там? По русскому 72, по истории 68 и по обществознанию 51 балл, по-моему. Угу. Хорошо. Даже очень даже неплохо. Значит, ты у нас будущий юрист.
Получается так, да. Почему именно юрист? Ну, знаете, я с самого детства мечтал стать юристом. Не знаю почему. Вот просто. Не знаю. Хотелось справедливости или как доказать? Скажем так, хотелось приносить пользу обществу. О, какой молодец. Ну, правильное решение. Значит, мечта с детства, получается. Да. В какой-то момент я просто решил, что самый юрист. Хорошо, хорошо. Поздравляю даже, очень даже. Ну и как операция прошла? Операция прошла хорошо, вот восстановление идет теперь. И сколько там тренировок требуется или как? Чем больше, тем лучше. Фиксированной цифры нет. И сколько там операций перенес? 3, 2? Так, вообще, в общем, да? Да, вообще. 2 операции. Одну в 2010, по-моему. И вот одну в 2018. То есть теперь на данный момент все зависит только от тебя. Да. Вот как я буду заниматься, дальше и буду. А занятия спортом, как пауэрлифтингом, занимаешься? В данное время нет, потому что, ну, сами понимаете, Студент. экзамены, операции. Ну, когда планируете примерно? Может быть, в начале следующего года. В начале, да? Может быть. После Нового года. Да. Но это не точно, конечно. Потому что, ну, мало ли, что может произойти. Ну, скажем так, если ребята не знают, если кто не знает, впервые включился, мы, по-моему, ну, до Нового года, да? Этого года мы решили сделать подарок Александру Александровичу, финансовую помощь. Вот. От лица, от подписчиков, от зрителей нашего канала, скажем, от канала Бурдыка. Вот. И неловко, конечно, мне спрашивать, но помогло ли наша помощь? Конечно. Каким образом? Ну, финансовая поддержка всегда хорошо. То есть. Ну, финансовая, это понятно. И более что еще может быть, чем? Ну и с другой стороны, это поддержка морального плана. То есть ты понимаешь, что ты не один, что людям не все равно на таких людей, скажем так. И это при том, что у меня не самый худший случай. Есть другие люди, ну, которые попали в гораздо более неприятную ситуацию. Ну, очень рады. И действительно, сегодняшний день какой-то солнечный, летний, я даже в шортиках. И могу сказать, просто как встретился с Александром, я не представлял, что человек такой высокий, мужественный, и уже полноценный мужик передо мной сидит. Вот, и желаю только одного другой. Александр, удачи. У тебя уже все, школа закончилась, только начинается настоящая жизнь. Вот. И больших побед. Спасибо большое. Ну, если можно, некоторые слова в адрес подписчиков моего канала. Ну, в первую очередь, спасибо вам большое за поддержку. Потому что, ну, я уже объяснил. На самом деле, я даже не ожидал, что меня, в принципе, решат поддержать. И это очень тронуло меня и мою семью. Спасибо. Спасибо, конечно, ребята, это вам спасибо. Человек радуется, стесняется перед камерами, но эмоции держат в себе, но я тоже очень рад.
Дай лапу. Ну, мужик конкретно. Наша встреча состоялась. Я очень рад, что наша встреча состоялась. И меня немножко не могу подобрать слов. Стыдно не было, конечно. И жалко его тоже не было. Наоборот, переполняю чувство гордости. Мы помогли все-таки, ребят. Адресная помощь дошла. И это меня очень радует. И наша затея обязательно продолжится. Сами слышали, сами видели. До этого, до ролика, когда они отправились в собственный ролик, там тоже видели, каким был человек. Сейчас уже и человек такой образованный, культурный. Ну, не скажешь там человеку 18. Ну, никак. Уже взрослый, все знает, все отличается, различает, что да как. Юридически поступил с первого раза в высшее учебное заведение. Вот в чем сила в них есть, ребят. Глаза горят, все равно понимает, и очень чуткие они. Я очень доволен нашей встречей. И этот проект будет продолжаться. И в следующий раз я хочу встретиться, то есть спортсменкой с Аиной, по-моему, которой мы помогли на Кубок Европы. Она собралась ехать. Чемпионат мира по шашкам. К ней выйду на связь. Попрошу родителей подключить. И по моим данным, она сейчас за рубежом. Соревнования у нее в сборной России. Она вот. С ней хотелось бы поговорить. Ну, встреча удалась, ребята. Я очень рад. Очень рад. И мы будем продолжать. Я тоже попрошу вас, мои подписчики, будем искать человечка всем миром. Вот. Мои критерии. Знаете, если не знаете, напомню. Спортивная семья, ребенок спортсмен. Или не спортивная семья, но ребенок спортсмен. То есть тянется, не сидит сложа руки, тянется к святому, светлому, тянется на операцию, чтобы был виден результат, как сегодня. Такого человечка я ищу, мы ищем, будем помогать именно адресную помощь. Вот. А так, если честно, таких детей очень много, очень много. И это не секрет, каждый знает, сосед, в каждой деревне, в каждом городе, квартале. И, к сожалению, их очень много. Но они сидят в основном, сложа руки, дайте, подайте, Христа ради, мне такого не надо. Мне нужны действительно дети, которые нужна помощь на операцию, и мы должны видеть в конце результат нашей помощи. Как, например, сегодня вот встреча состоялась, человек пришел отпраздновать свое день рождения, 18 лет ему, вот, бабушке, дедушке, и позвонили, я им заранее сказал, если человек будет, пускай на встречу придет и так далее, заранее. Ну вот вчера буквально сказали, что приедет,
И обязательно он будет навстречу. Вот. Человек пришел. Я сегодня буду спать довольным. Результат действительно очень хороший. Нужный. Спасибо вам, ребят. Слова благодарности, это все вам. Ну я-то что, я только посредник. На самом деле, самую большую помощь оказываете вы, мои подписчики, те, которые смотрят, и те, которые участвуют в розыгрыше ножей. Вот и все. Тем самым мы помогаем. Мы.